Жаркое из гусиных потрохов. Как у нас есть потрошки, да. Это лапки, это голова, это шея, легкие, печень, сердце. Давайте начнем тогда. Сразу отправляем шкуном в печь, чтобы она разогревалась. Начнем мы с обжарки потрохов. Давайте вот так вот нарежем. Обычно, конечно, желательно это все в домашних условиях целиком оставить, никуда не торопясь, но у нас не так много времени. Так, шею. Таким образом это нарезаем. Обязательно надо крупными кусками, потому что все равно, если мелко нарезать, вкус теряется. Достаточно, это все мы целиком будем закидывать в печку. Обычное растительное масло, сливочное масло, нарезаем овощи большими, там, такими большими кусочками. Обжариваем потрохи, даем колер, даем вкус, а потом уже к этому обжаренному потроху мы закидываем овощи. И в конце можно добавить немножко бульона, но я против этого, потому что все равно овощи и потрошки дают свой сок, и лучше готовить на своем соку. Я вот вам покажу, как это выглядит. Вот это так выглядит. Дали колер, мы уже можем закидывать упаковку и лучок. Немножко посолим мы это, поперчим. Пока у нас лук с морковкой обжаривается, мы нарезаем картошку. Тоже вот такими большими кусочками. Хорошо, мы добавляем картошку. Добавляем туда помидор. Крупно все. Немножко тоже посолили. Поперчили. Не жалеем, добавляем сливочное масло. Обязательно татары с сливочным маслом. Закидываем туда чесночка. Это смесь зелени, да. Сначала мы бросаем, чтобы продукты немножко взяли вкуса зелени. Еще нас будет в конце надо добавить уже для аромата, потому что все равно вкус зелени она пропадает. Мы закрываем все это крышкой. И убираем в сторонку. Все без каких-либо бульонов, воды. И вот буквально минут 30-25 подготовки.